Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Спорт и физическая активность – это не только красивое тело, но и долголетие, крепкое сердце и ясный ум. Но как найти ту самую золотую середину между пользой и травмами? Где грань, когда активность превращается в перегрузку? Что делать тем, кто только начинает свой путь в спорте после 40? И как правильно восстанавливаться после соревнований и интенсивных тренировок в суровых климатических условиях Якутии? У нас сегодня в гостях Иванова Анна Петровна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по спортивной медицине, врач по спортивной медицине, Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины. И мы поговорим о том, как сделать спорт безопасным и эффективным для всех, от профессионалов до любителей, о профилактике травм, о восстановлении, о том, какие правила нужно знать каждому, кто решил связать свою жизнь с движением. Здравствуйте, Анна Петровна. Здравствуйте. Рад вас приветствовать в студии. Ну, о чем, наверное, с главного. Часто люди боятся начинать заниматься спортом, потому что думают, мне уже поздно. Мне там 40, 50, 60. Вот какой, наверное, совет вы можете дать тем, кто хочет заняться спортом уже в категории «кому за»? Ну, во-первых, надо поставить цель, чего хочет добиться человек уже за 40, скажем так, да? То есть хочет он добиться каких-то результатов или просто поддержать свою физическую форму, свое здоровье и так далее. Вообще спорт и физкультура – это разные понятия. Многие их путают. Заниматься физкультурой, лечебной физкультурой – это можно всем, вплоть до лежачих больных. Мы им делаем тоже лечебную физкультуру, разминаем. То есть не надо говорить, что у меня все болит, я ничего не могу. Все это возможно. Главное поставить цель, знать, чего ты хочешь добиться. Универсальный вид спорта – это даже не спорта, можно сказать, физкультуры – это ходьба. Просто ходить пешком, не засиживаться. Это самая универсальная кардионагрузка небольшая. Для возрастных людей, у кого есть какие-то заболевания, да, травмы, конечно же, нужно проконсультироваться с врачом, если они хотят усиленные нагрузки. То есть это бег, особенно вот сейчас модные, да, марафоны и так далее. Не надо сразу бежать в марафон, надо поставить цель и постепенно ее добиваться. А вот есть еще какие-то универсальные, возможно, виды спорта, которые подходят, в принципе, всем? Скандинавская ходьба. Тоже очень удобный вид спорта, очень модный. Там работают все группы мышц, и руки, и ноги, и сердечно-сосудистая система. Плавание тоже очень хороший вид спорта. Вообще все работает, и в то же время вы отдыхаете, расслабляетесь. Это, кстати, вид спорта такой, который подходит особенно для тех, у кого есть проблемы с суставами. Нельзя давать нагрузку, то есть нельзя силовые нагрузки давать. Плавание – это очень хороший вид спорта. Ну, вот если взять наш регион, суровый по климатическим условиям, вот хорошо, когда есть лето, там весенний период, чуть-чуть осенний, но более 6 месяцев все-таки у нас такие достаточно холодные условия. Вот как тогда надо тренироваться зимой? Потому что я наблюдаю сам, что зимой люди активно тоже занимаются спортом, многие бегают, даже на велосипедах умудряются ездить. Но насколько это полезно для здоровья и как это сделать так, чтобы это было полезно? Да, зимой у нас многие тренируются. У нас даже в отделении есть медсестра, которая буквально недавно начала заниматься спортом уже и зимой, и моржеванием занимается. То есть, конечно, это зависит от состояния здоровья человека, это все индивидуально. И зимой бегать можно, но не сразу. То есть это не значит, что в минус 50 первый раз вышел и побежал. Заниматься надо постепенно, начиная с лета, тренировки. Если нет возможности выйти зимой потренироваться на улице, у нас очень много спортивных объектов, где можно зимой внутри тренироваться. То есть закрытые объекты, например, Триумф, стадион Туймада. Там зимой вполне можно тоже заниматься. Если же хотят именно на улице, да, то есть это должна быть, во-первых, экипировка, очень хорошая экипировка. Не в обычных кроссовках, да, они должны быть не скользящие, правильно одеться, то есть это термобелье, затем несколько слоев термобелье идет вниз,
потом что-то теплое, например, флисовая кофта, и сверху что-то непродуваемое. Оно не должно быть тяжелым, то есть не пуховик одевают на себя, а более легкое, но в то же время теплое. Также после, например, пробежки зимой мы не должны оставаться на улице долго. Да, сначала кажется адреналин, ты вспотел, хочется на улице побыть подольше, подышать. Но нет, надо все-таки зайти в тепло, чтобы не переохладиться. И также сначала мы разогреваемся. Разогреваемся мы в тепле, делаем разминку обязательно, все суставы прорабатываем, чтобы не было шоком, когда выходим на улицу. И также, да, вот, возможно, могут быть шок, когда вдыхаешь холодный воздух, бегает. Это спазм сосудов конечностей, то есть вплоть до обморожения, да, спазмируется. Также спазм дыхательной системы. Начинают задыхаться. Конечно же, сразу надо это прекратить, свое движение, нахождение на улице. Останавливаемся, успокаиваемся, заходим в тепло. Ну, не останавливаемся на достигнутом. На следующий день можно еще раз попробовать. Конечно же, также, да, не бежать сразу марафон, постепенно вокруг дома. Сначала пройтись пешочком, потом легкий бег. Потом, если вы чувствуете, что у вас организм позволяет все это сделать, можно продолжать постепенно наращивать свою нагрузку. Вот как раз вы в первом вопросе, во втором упомянули слово «марафон». Есть те, которые активно этим занимаются, и высокоинтенсивным бегом, марафоном, кроссфитом. Вот как здесь к этому, наверное, правильно подготовиться, как понять, что организм все-таки пока еще не готов, и как во время вот этих всех мероприятий понимать, что здесь лучше остановиться и не продолжать пока дальше? Да, сейчас очень много марафонов, да, вот буквально на прошлой неделе у нас был зеленый марафон, да, до этого был российский забег, да, мы тоже участвовали там, и как медики, и как спортсмены. Конечно же, заранее надо к этому готовиться. Тренируемся постепенно, также с разогревом, с разминкой. И, как я уже ранее говорила, надо понять, чего вы хотите добиться. Пробежать за медаль или пробежать для себя, чтобы быть членом вот этой всей массы, что ты, да, смог, ты победил, ты пробежал эту дистанцию. Либо ты бежишь действительно за медаль. Тогда уже другая цель, другая нагрузка идет на организм, и к этому надо дольше готовиться. Эти марафоны, конечно, очень сближают людей. Дети, взрослые, возрастной диапазон, то есть очень большой, да, это очень радует, что многие готовятся к этому. Но надо забывать не только о разминке перед стартом, но и о заминке. Многие забывают про это. Пробегая 10 километров, резко останавливаются, начинается у них шок, то есть резко кровь уходит у нас от головного мозга, и люди могут упасть в обморок. Об этом многие забывают, сразу на финише останавливаются. Вот надо надеть медаль, надо записать номер, еще что-то. Я всегда говорю, не останавливайтесь, пройдитесь, еще там пробежитесь немножечко. Нельзя сразу остановиться после большого забега, после большой дистанции какой-то. Это касается, конечно, не только бега, но и других физических нагрузок. То есть обязательно должна быть разминка и заминка в конце. Организм должен успокоиться и прийти в норму. А вот все-таки, может быть, есть какой-то симптом, на который следует обратить внимание? Именно при марафонах, да. При беге? Да. Ну, конечно же, надо к себе прислушиваться. То есть, если человек не может, если появилась какая-то резкая боль в суставах, в ногах, да, резко боли в сердце, сердцебиение чувствует человек, начинает задыхаться, конечно, лучше остановиться и обратиться к медику. Если вы не хотите обращаться к медику, посидели, отдохнули, попили водички, успокоились, можно потихоньку продолжить. Если вы чувствуете, что вы можете, если боль усиливается, то обязательно обращаться к врачу, конечно. Вот как раз о боли. Ну вот когда бегаешь, часто бывает, что вот болит и голеностопный, сустав колени иногда болят. Вот как избежать тяжелых последствий, и в том числе и травм, при вот таких активных занятиях физической культурой и спорта? Да, но опять же повторюсь, да, дозированная должна быть нагрузка, не сразу усиливать свой забег, бежать на 5-10 километров, постепенно. Начинаем с разогрева, начинаем обязательно делать растяжку,
То есть начинаем с той же самой физкультуры, которую нас обучали в школе, в детском саду. То есть мы разогреваем полностью организм, начиная сверху, то есть там шейный отдел, плечевой отдел, дальше ноги. Обязательно делаем растяжечку, чтобы не было... В беге в основном идут часто разрывы сухожилий, ахиллова сухожилия. И поэтому надо сделать растяжку. Но это не значит, что надо сразу вытягивать. Постепенно, потихонечку все это делаем. Если чувствуете боль при беге, останавливаться и немножко прийти в себя, посмотреть, все-таки больно наступать или появилась температура, например, в голеностопе, да, опухлость, припухлость какая-то, синячок. Конечно же, мы полностью это прекращаем. Чтобы избежать этих травм, действительно надо сначала разогреться, все проработать и потом уже постепенно увеличивать нагрузку при беге. А вот, может быть, какая-то обувь нужна специальная? Вот как-то изменить нагрузку на... Да, чем больше занимает бег, марафоны и так далее, конечно же, обувь должна быть профессиональная, амортизирующая. Не в обычных кроссовках, тем более, не дай бог, не в туфлях, да, бегаем. И размер обуви должен быть на 1-1,5 размера больше, чем есть на самом деле, потому что при долгом беге идет все равно отек ног, и это будет очень травмировать ноги. Также, например, бег, он противопоказан, если есть варикоз нижних конечностей, да, если есть какие-то травмы были, тоже стараемся не бегать. Лучше быстрая ходьба тогда. Начинаем с этого. Если организм привыкает, уже хорошо вы себя чувствуете, начинаете дальше увеличить. Но это, как я уже до этого тоже говорила, смотря чего хотите добиться. Какая у вас цель? Похудеть или медаль добиться, или что-то выиграть, не знаю. На спор. Да, на спор. Вот, конечно, лучше таким не заниматься. Лучше быть подготовленным, если хотите избежать травм и достигнуть каких-то результатов. Вот по поводу различных спортивных гаджетов, вот пульсоксиметры разные, используются умные часы. Насколько им можно доверять и могут ли они в целом заменить врачебный контроль? Да, гаджеты. Вещь, конечно, хорошая, но никакой гаджет он не заменит профессиональных медицинских аппаратов. Они нужны для того, чтобы контролировать себя. Например, для неподготовленного человека пульс выше 150 при нагрузках. Если вы видите, что у вас пульс увеличился, лучше прекратить нагрузку. Это для неподготовленных. Для подготовленных, конечно, 160, 170 – это нормально. Но, конечно, у них есть погрешности. Чем дешевле аппарат, тем больше будет погрешность. Обычно погрешность в таких вот фитнес-часах у них от 2 до 5% бывает от норм, от аппарата, например, ЭКГ-аппарата, да. В таких гаджетах также присутствует иногда вот действительно ЭКГ, но это связано все, конечно, с пульсовой волной, и это так не точно, скажем так, мягко скажем, не точно делается. Лучше контролировать, конечно, пульс. Также в гаджетах есть, например, контроль сна. Это тоже важная вещь, потому что при физических нагрузках человек должен контролировать свой сон, чтобы правильно восстановиться после нагрузок. Как минимум 8 часов, как мы знаем, да. Также часы, допустим, да, они должны плотно прилегать, то есть чтобы считывалось все правильно. Не болтаться, все это лежало хорошо. Они помогают контролировать свои нагрузки, контролировать свое сердцебиение, но заменить полностью медицинские аппараты они не могут. Конечно же, все равно надо проходить медицинский контроль хотя бы раз в год, чтобы знать, как нагрузка реагирует, то есть тело реагирует на нагрузку. Да. А вот по поводу спортивного питания, наверное, эта тема тоже весьма актуальная. Многие для того, чтобы, вот, как вы сказали, где-то похудеть, а где-то и нарастить мышечную массу, идут в магазин, там закупаются, начинают их глотать бесконтрольно. И вот насколько это может повредить здоровью человека? Вот в данном случае с кем лучше проконсультироваться для того, чтобы не усугубить ситуацию, да, а наоборот ее улучшить, чтобы действительно и мышцы были, и питание потом не испортить, обмен веществ был правильный в организме человека? Вопрос очень хороший. Тут тоже надо также
для чего это питание нужно. Чтобы нарастить мышцы или жиросжигатели, которые там сжигают, уменьшают жировой слой. Да? Для неподготовленного человека, который только начинает заниматься физкультурой, спортом, особенно дети, я считаю, что им вот эти добавки не нужны. Лучше правильное питание пока еще никто не придумал. Биодобавки, да, вот такие как БЦА, например, они нужны для спортсменов, которые уже давно в спорте, у них очень частые соревнования, они не успевают подготовиться, они не успевают восстановиться после предыдущих соревнований. Либо на сушке находятся, им надо вес держать, они не могут правильно питаться. Для них, да, вот эти препараты очень хорошо. Но для детей и для новичков лучше, конечно, не употреблять. Также у нас в Якутске много магазинов, которые занимаются спортивным питанием. И своим спортсменам я советую для начала проверять у них сертификат. То есть, действительно ли это сертифицированный препарат. То есть не покупать их на маркетплейсах с непонятным переводом и так далее. Далее, если вы все-таки употребляете какую-то добавку, обязательно придерживаться дозы. Чтобы не было такого, я вчера не выпил, сегодня выпью двойную дозу. Это тоже очень усугубляет здоровье, ухудшает, и результатов точно не будет. Еще я хотела бы напомнить о такой вещи, как стероиды и так далее. То есть РУСАДА. Есть такая вещь, как РУСАДА. Для спортсменов это обязательно. То есть для профессиональных спортсменов один раз в год они проходят обучение сертифицированное. Они там узнают о том, какие новинки появились, какие можно лекарства принимать, какие нельзя, какие в какой период. Потому что каждое лекарство может в тренировочный период можно его употреблять, а уже в соревновательный нельзя. Да? Я об этом, конечно же, рассказываю и родителям, и детям, потому что есть бесплатный сайт РУСАДА, там, где можно записать лекарственный препарат, и там сразу выйдет, входит ли он в запрещенный список или нет, и в какой период тоже пишут. Это как с мелдронатом было. Да, все верно. Когда-то нас обучали, что мелдронат обязательно нужно, а потом оказалось, что его нельзя. Да? То есть ежегодно этот список меняется, что-то убирают, что-то добавляют, и лучше, конечно, на сайте проверять. Тот же самый мелдронат, он выводится из организма в течение года. То есть если вы его когда-то прокололи, употребили, в течение года могут показать анализы о том, что у вас был допинг какой-то. Это для спортсменов, конечно, кто не сталкивался, тому кажется, что это ничего нормально, но бывали случаи, что забирают медаль. Все, нет результата, все это снимают. И, как известно, что сейчас у нас как бы очень пристально к России идет внимание в эту сторону. Поэтому, да, я постоянно детям советую, чтобы обязательно все, что попадает в их организм, пусть это продукты питания, пусть это витамины, мама посоветовала, даже доктор посоветовал, лучше проверить. Потому что в любом случае ответственность несет сам спортсмен. Не тренер, не врач, который назначил, а сам спортсмен. А вот по поводу детского спорта, вот как раз-таки тоже затронули в ответе на вопрос. Вот как возможно понять, есть ли предрасположенность у ребенка к какому-то виду спорта, а есть ли, которым вообще лучше не прикасаться, не заниматься? Потому что я помню, когда я писал свою кандидатскую диссертацию, как раз мы изучали вопросы, связанные с состоянием здоровья детей, которые занимаются спортом. И там очень интересные получились результаты, что дети, которые занимаются спортом, наоборот, они становятся, к сожалению, более больными, да, вследствие физических нагрузок, но причина кроется в том, что они на этапе вот как раз выбора спорта, обследования, состояния здоровья были к этому просто-напросто не готовы, и тем самым они усугубили свое состояние здоровья уже после занятий именно профессиональными видами спорта. Вот как здесь быть? Тут, во-первых, идет работа у нас с родителями. Очень часто родители, папа был борцом, дедушка был борцом, сын, значит, тоже пойдет бороть. Но не лежит у него к этому, да? А родители заставляют. То есть часто мы, как родители, видим в своих детях свои нереализованные планы. Мы пытаемся чего-то добиться. Тут идет, конечно, работа с родителями, с детьми тоже. Да, бывает, что
дети, ну, не хотят, но боятся сказать об этом родителям. Ну, не хочу я этим видом спорта заниматься. Мы с ними беседуем, проводим тесты, да, по нагрузке, по физическим данным. И лучше, конечно, попробовать себя в нескольких видах спорта. Где душа лежит, где у тебя лучше получается, туда ребенка и отдать. То есть не надо, вот он 4 года ходит, он там плавает, никак доплавать он не может даже до 3-го юношеского разряда. Ну, не толкайте вы его туда. Также есть, конечно же, генетические исследования на предрасположенность к различным видам спорта. Но, честно говоря, я не знаю, в Якутске у нас это проводят или нет. Вроде бы где-то были, родители приносят, но в основном с России привозят результаты. То есть там прям на генетическом уровне предрасположен к какому-то виду спорта. Также, конечно же, по физическим данным мы смотрим. Но если, как сказать, ну, ростом ребенок невысокий, родители невысокие, ну зачем ему волейбол, баскетбол? Ну не получится у него там. Да, он хочет. Ну, конечно же, наша цель, например, как спортивных врачей, не убрать из спорта. Наша цель — помочь быть здоровым в этом спорте, максимально здоровым. Мы рекомендуем, например, снизить нагрузку, чуть-чуть поменять вид спорта. Пока он только начинает, ребенок, заниматься, мы можем рекомендовать несколько видов спорта. И уже дети находят себя. Вот многие взрослые, как раз, которые в юности занимались, они вот сейчас имеют букет заболеваний, связанных с суставом, ну, например, там боксеры, например, говорят, о, этот боксом занимался, там, по нему сразу видно. Вот можно как-то восстановить состояние там, связок, суставов? Конечно, можно, но это, конечно, будет зависеть от давности травмы, от характера травмы, насколько она была серьезной. И часто вот профессиональные боксеры, ну, допустим, да, боксеры или там дзюдоисты, да, у них, если они профессионалы, у них частые соревнования, они не успевают восстановиться. То есть у них повреждение, например, мениска, он замотал и пошел на следующее соревнование. Потому что если он пропустит, он потеряет статус, еще что-то. Да? И вот эти все травмы, они у них переходят в хронику. Потом, конечно же, уже с возрастом это все усугубляется. В большой спорт, возможно, они и не вернутся, но восстановить можно. У нас есть отделение, например, реабилитации, да? И детской, и взрослой реабилитации. Там проводят восстановление. Также, ну, например, физиолечение, магнитотерапия, лазеротерапия. Это все, конечно, помогает. Снимает воспаление, помогает заживать побыстрее. Да? Мы стараемся спортсменов тоже туда отправлять, чтобы они быстро восстановились к следующему соревнованию. Вот, а по поводу физической активности, вот как лучшим лекарством от гипертонии, от многих других заболеваний, в данном случае, как правильно выбрать тот тип спорта, который... точнее, может, не тип спорта, а тип физической активности, который тебе подходит, чтобы все-таки не переборщить и, наоборот, не усугубить состояние. Потому что не всегда при гипертонии можно бегать, в конце потом с инсультом все может закончиться. Вот как здесь вот эту золотую середину, что ли, выбрать? Это все индивидуально, конечно. В первую очередь советуемся с врачом. То есть весь... А вот с каким? Для начала терапевтом можно. Если терапевт считает, что нужно проконсультироваться со спортивным врачом, он направляет к нам, как спортивным врачом. В любом случае начинается педиатр или терапевт. Оттуда начинаем. Если мы говорим о гипертонии, да, то есть это уже относительно взрослые люди, да, терапевт тоже, зная наш приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2023 года 1144-Н. Это приказ российский, то есть он не только для спортивных врачей, он вообще о спортивной медицине. И там говорится о том, что спортсмены, ну или занимающиеся физкультурой, которые хотят сдать, например, ГТО, да, если имеют первую и вторую группу здоровья, им достаточно терапевт-педиатр. Все. Ну и анализы. То есть диспансеризацию, которую проходит, или периодические медосмотры, этого достаточно. Если же группа здоровья 3 и выше, или терапевт считает, что нужна консультация спортивного врача, конечно, отправляет нам. Мы проводим более углубленные осмотры,
более углубленные тесты, например, там, ЭКГ с нагрузкой, стресс-ЭКГ, да, делаем. И уже по этим результатам мы рекомендуем усилить нагрузку, увеличить нагрузку. Вообще, можно ли этим видом спорта заниматься. И лучше, как минимум, конечно, для начинающих хотя бы 1 раз в год проходить медосмотр. То есть мы смотрим, ну, если у нас проходит, то мы смотрим, как организм отреагировал на нагрузку, не ухудшилось ли все, что у него было, да? Потому что спорт, это, конечно же, если мы говорим о спорте, особенно о высоком спорте, то это достижение целей. То есть это гонка за медалями, это работа до предела, организм изнашивается, максимально все это работает. Поэтому обязательно следить за этим, помогаем, чем можем. А вот по поводу того, чтобы как похудеть при занятиях спорта, вот здесь какой совет может дать? Потому что, мне кажется, даже похудение это сейчас очень актуально. Все с этим носятся, а вот что правильно ли они с этим носятся, это вопрос. Ну, я думаю, все-таки похудеть при занятиях физкультурой лучше, скажем, да, а не при занятиях спортом, потому что спорт это, ну, это действительно цель другая совсем. А если человек хочет похудеть, да, сейчас очень много различных фитнесы, пилатесы, то есть без нагрузки большой на организм. Если просто похудеть, да, вот этого будет достаточно. То есть если человек худеет больше, чем на 6-8 килограммов за месяц, это уже большая нагрузка идет на организм. Если постепенно, вот как раз это пилатес, фитнес, йога, постепенное, да, снижение идет, это хорошо для организма как раз-таки. А кроме этого, йоги, пилатеса, еще что-нибудь? Кардионагрузки, да. Быстрая ходьба. Очень хорошо помогает быстрая ходьба именно. Не просто медленным шагом, а именно быстрая ходьба, легкий бег, кардионагрузки, то есть это велотренажер, также беговая дорожка, ну то, что мы можем себе дома позволить, да. Силовые виды спорта, это, конечно, в основном на наращивание мышц идет. И силовые виды спорта, они, то есть, ну, поднятие гантелей, гири, да, какая-то нагрузка, там идет наращивание мышц, но на похудение, да, будет организм использовать, конечно же, гликоген, который как раз нужен для работы мышц. Гликоген, он идет из глюкозы, то есть как раз это вот жировые отложения, все это помогает. Но если просто подтянуть фигуру, лучше легкие. Что-то легкое, примерно 2-3 раза в неделю, по 1,5 часа, час-полтора, этого будет достаточно. Сейчас, кстати, очень модно даже танцевальные какие-то виды пилатеса, можно так сказать. И это не дает большую нагрузку, это можно делать дома, не обязательно идти в фитнес-клуб. То есть для похудения как раз хорошо. Вот в вашем центре работает отделение спортивной медицины. Вот кто его основные пациенты? Это профессионалы или все-таки в том числе и любители? Наше отделение, да, которое находится по улице Октябрьская, 20А, там проходит в основном медосмотр спортсменов. Любители, да, к нам обращаются, но, как я уже говорила выше, да, 1-я и 2-я группа здоровья – это, возможно, по месту жительства педиатр-терапевт. То есть не обязательно к нам приходить. Если уже занимаются спортом, то есть профессионально, более-менее уже тренировочный этап, 2-й, 3-й год тренировок, они приходят к нам. Это, например, все ДЮСШ города Якутска, все 10 ДЮСШ, там занимается около 5000 детей, то есть они все к нам, через нас проходят. А по республике вообще спортивных организаций более 30. То есть это федерации, например, Федерация художественной гимнастики, Федерация самбо-дзюдо. Они тоже, конечно же, к нам приходят, потому что тренерам нужно знать динамику, лучше, хуже, снизить нагрузку, увеличить нагрузку, стоит, не стоит. Ну и, конечно же, тренера тоже хотят видеть какой-то результат, а для начала взять себе ребенка, который, как сказать правильно, который сможет добиться чего-то. То есть он не будет болеть часто, да, у него никаких нет врожденных патологий. Он сможет каких-то результатов добиться, поэтому тренера стараются уже на первом этапе отбора привести ребенка к нам,
чтобы мы оценили все это, и они уже со спокойной душой могут давать нагрузку. Также у нас проходят медосмотры не только дети, ну, это основная масса, конечно же, дети у нас идут. У нас проходят медосмотры, например, МАДУН. Там вольная борьба, хапсагай, масс-рестлинг, то есть все национальные виды спорта. Они тоже все проходят через нас. Там уже в основном взрослые идут, конечно, люди. А высшее спортивное мастерство, сборные Якутии по вольной борьбе в основном, да, они проходят центр в Триумфе. Центр медицинской профилактики, там у них есть тоже, да. И они в основном все там базируются. Там у них очень хорошее, конечно, обеспечение, но они вот именно на сборную Якутии работают. Мы работаем тоже со сборными Якутии, но в основном детское население идет. А вот, допустим, адаптивные виды спорта, как вы с ними занимаетесь? Также у нас есть, да, отделение спортивной медицины по адаптивным видам спорта. Оно базируется в бассейн Самородок. Отделение, конечно, небольшое. Там заведующий, врач по спортивной медицине и 4 медсестры. На 25-й год около 12 тысяч инвалидов, лиц с инвалидностью занимаются там. Это очень большой прорыв. Вот сейчас как раз будет спартакиада «Джулур» проходить у нас в Якутске, и они тоже проходят и у нас медосмотр, и в Самородке проходят спортивного врача, который периодически проходит обучение по классификации, по именно допускам к различным видам спорта, именно по адаптивным видам спорта. А вот врачи спортивной медицины зачем нужны на турнир? Ведь там все ждут только скорую помощь. Ну да, соревнования, возможно. Также по нашему приказу 1144 мы должны обеспечивать медицинское обеспечение на спортивных мероприятиях. У нас все медики, не только спортивные врачи, проходят периодическое обучение именно по спортивной медицине. Почему? Потому что, например, да, обычный кардиолог может сказать, что это норма, допустим, по ЭКГ, а уже наш кардиолог, который прошел обучение по спортивной медицине, видит, что эта нагрузка плохо реагирует, это не очень хорошо. То есть для обычного человека, не занимающегося спортом, это норма, для спортсмена не норма. Поэтому все наши врачи, все наши медсестры проходят периодические обучение. И мы знаем лучше, как оказать правильно помощь, знаем, как не просто оказать помощь, а может быть где-то остановить соревнование, что может быть какая-то травма, что нужно сделать именно в этот момент. Скорая помощь, конечно же, тоже приветствуется, но в основном на крупных соревнованиях. На таких, как, например, международные Дети Азии, спортивные игры, вот также Джулур, тоже у нас будет стоять, конечно же, скорая помощь. Но наши медики обслуживают не только большие соревнования. То есть внутригородские, внутриклубные. Туда везде скорую, конечно же, не поставишь. И наши медики, они знают все тонкости именно видов спорта, где какая травма может быть. Спасибо большое, Анна Петровна, что сегодня были в нашей студии. Постарались максимально ответить и доступно на те вопросы, которые связаны с занятием физической культуры, спорта. Хочется пожелать коллегам, врачам спортивной медицины меньше травм спортсменов, больше профилактической работы, ну а телезрителям, чтобы все занимались физической культурой и спортом в меру своей возможности, но тем не менее обязательно учитывали и ту специфику, которая вас самих и будет устраивать. То есть что вам по душе, но только не гиподинамия, потому что это как раз и приводит к развитию всех болезней. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение республики в деталях. Безусловно, желаю каждому из вас всего самого доброго и, конечно же, здоровья. С вами был Иван Луцкан. До свидания.